Замечательный запах. Но сегодня мы поднимем тему декора. Декора, удобства, а самое главное, полезных советов. Почему? Ведь зачастую многие дачные участки превращаются в некий склад ненужных предметов. Ну, допустим, вот такие жестяные баночки. Либо, допустим, вот такая вот бутылка воды пластиковой, которая выпивается, и затем это все утилизируется. Но мы сегодня с помощью мастера на все руки сделаем из этого полезные, а самое главное, нужные вещи в быту. Итак, пройдемте, у нас есть рабочая зона, и там уже вовсю творит Маша Куницкая. Мастер на все руки, хендмейщик, надо бы сказать, да? Хендмейдер. Хендмейдер, отлично. Ну, вы, наверное, многие ее знаете, ведь она всегда участвует в наших эфирах с полезными советами. Вот у нее в руках та самая жестяная банка, я понятия не имею, для чего она и что из нее можно сделать, а самое главное, как это все будет выглядеть. Маш, ну давай начнем. Вообще. Ну, значит, поскольку у нас время эфира ограничено, как обычно, я начинаю делать заранее. Мы будем делать подвесные светильники. Посмотрите, какая чудесная березовая роща. Вот представьте вечер, интимная обстановка, какая-то уютная такая атмосфера, предвкушение ужина семейного. И вот нам нужно что-то такое, где-то огонечки, где-то там что-то, птички поют. Ну, птички поют, можно включить магнитофон, если они вечером уснули. А мы сделаем подвесные фонарики. Ну, вот есть такое понятие в якутском этносе тювельге, когда украшают жилище вот красивыми ленточками там. Мы тоже наподобие тювельге это сделаем. Вот. Мы будем подвесные светильники делать, безопасные, пожаробезопасные, потому что они будут вот в таких вот баночках. То есть вот. Это у нас так это у нас называемый подсвечник. Вот. Ну, из банок мы сделаем табурет. Во-первых, я сразу хочу отметить, что бутылки можно не выливать. Допустим, вот купили вы много-много воды. Да, есть очень много пустых. Можно как пустые использовать, так и полные. Мы их сейчас объединим в геометрическую фигуру. Наш волшебный скотч, друг и помощник во всем, спаситель жизни и человечества. Мы им обернем, значит, и сделаем табуретку такую экспромтную, быстро. И вот эти светильники. Поэтому надо просто приступать уже, и все. Все, значит, так, ну давай все поэтапно. Сначала мы делаем те самые фонарики, которые повесим, вот, кстати, между двух берез. Да. Значит, нам нужен шуруповерт. И вот так вот мы делаем по намеченным дырочкам. А рисунок это у тебя в голове родился? Да, просто я так, печатки не порвать надо. Просто от фонаря, что называется. И здесь я делаю вертикальные дырочки. Вот. Они будут у нас как маленькие полосочки. Такие вдоль всей поверхности банки. Чем больше дырочек, тем больше цвета, правильно? Ну, конечно. Вот, даже уже видно, вот смотрите, структура такая получается. Мы, к сожалению, сейчас не сможем обработать край, но вот вертолеты. Маш, тебя сопровождает озвучка? Озвучка, как будто мы в фильме экшене. Так, ну это я поняла, что это, как примерно это выглядит, вот так. То есть, уважаемые друзья, сделали дырочки. Да, сделали дырочки. Сейчас подождите, все-таки давайте одну баночку мы доделаем. Опа. И последний ряд у нас остался. Да. И это такой достаточно быстрый процесс, да, ничего сложного в этом нет. Ничего. Больше того, можно сделать это гвоздем. Просто вот, все. Так, вот обратите внимание, дырочки есть. Теперь давайте, Даш, давай выбирай, какой тебе близок сегодня. Я знаю, какой ты любишь. Так, я и знала. Ты знаешь, желтый один из моих любимых цветов. Ну вот. Значит, нам нужно... Сначала мы красим, я объясню почему, внутреннюю часть. Потому что покрасить внутреннюю часть тяжелее, чтобы она не испачкалась снаружи. А наружную мы потом выкрасим. Мы делаем так. Мне отойти надо было? Да, ну немножечко можно отойти. Вот таким образом. Кажется, я это могу делать, Маша. Конечно, может. Главное, чтобы у тебя были перчатки. Вот, мы сделали его удобоваримым и, как это сказать, презентабельным. Все. Теперь, значит, я еще один. Вот можно сделать звездочку. Звездочку, да, вот так вот.
А что за краска, Маш? Краска это акриловая эмаль, аэрозольная. Продается она. Кстати, это самая недорогая. Я взяла ее, ну, не буду говорить в каком магазине в качестве рекламы, но взяла ее достаточно недорого. Она меньше 200 рублей стоит. Да. Так, дальше что, Маш? Ты Теперь делаешь я уже делаю узор какой-то. Узор делаю. Можно сделать звездочку. Вот я сделаю звездочку. Я наметила, но не факт, что попаду в эту же линию. То есть можно, в принципе, сделать узорчики различные, Да, можно написать I love you. Можно написать буквы, допустим, и когда вы будете вешать имя, допустим, любимого или любимой, или именинника. То есть, в принципе, вот, как говорят, вечеринка, вечериночка. Да? Да, пати. То есть это не так уж, что это и сложно, да, Маш, креативно подходить к Абсолютно, этому. абсолютно. Вы можете... А что за банки такие? На моем Так, веку, банки по-моему, это... таких уже не было. Нет, ну что ты, сейчас полно таких банок. Это компот абрикосовый и джем яблочный, по-моему. И, честно говоря, банки эти я использую для выпекания ключей. Но у меня их много достаточно, это вот были лишние, поэтому я решила их использовать. А ключи, получается, внезапно. Ну, то есть здесь у нас будет звездочка, здесь у нас будет просто, да? Да, А снаружи мы их будем красить? конечно. Мы будем, конечно, девушка. И снаружи, и внутри. Все. Звезда Есть. Ивановна готова. Так. Звезда есть. А теперь мы возьмем мой любимый цвет, зеленый. Давай. Ну, можно еще одну. Мы, к сожалению, ограничены во времени, поэтому мы... Так, теперь мы делаем зелененький. Это флуоресцентная краска зеленая, то есть она будет еще и сама по себе такая ядовитая, яркая. Да, и не забываем одевать перчатки. Ядовитая. Да. Не забываем обязательно. Перчатки это наше все при таких работах. Вот такая получается баночка. Теперь смотрите, почему лучше сделать... окрасить сначала внутреннюю часть. Вот мы перевернули, краска у нас не попадет внутрь. Мы берем серебристую. Опс, пардон. Серебристую и... Можно взять серебристую, можно черную. Неважно. И сверху закрываем, ну, так сказать, делаем, опять же, презентабельный вид. Вот, смотрите, сразу рисунок проглядывает. Я здесь сделала одну звездочку, можно 2-3 сделать. Хорошо. Краска сохнет в течение 10-15 минут. А, так долго? Ну, это уже совсем полное высыхание. Так оно, в принципе, достаточно быстро схватывается. Так, а как же мы прикрепим-то, чтобы оно висело у нас между двух берез? Как же это сделать? Сейчас оно высохнет. Пока мы будем делать табуретку, у нас как раз высохнет. Ну и в те дырочки, которые у нас остались вверху, мы, конечно, приделаем веревочку. Вот у нас такие вот светильники. Так, серенькие. Вот, и можно еще вот что сделать. Раз у нас там березки. Донышко черненькое сделать. Все. Так, ждем, пока подсохнут наши фонарики. И приступаем к табуретке. К табуретке. Ну, пуфик мы назовем, наверное. Пуфик, конечно. Пуфик, Вот табурет. словом пуфик. Пуфик. Так, что нам понадобится для Нам изготовления понадобится, пуфика, дачного пуфика? Майка человека, от которого вы хотите избавиться. Прям так, да? Так, хорошо. В общем, нужны будут пластиковые бутылки. Да, пластиковые бутылки. Одинакового размера? Да, желательно одинакового объема. Объема. То есть 1,5 литра или 2 литра. И бывает еще надо сравнить, чтобы внешний вид, их вытянутость бутылки была одинаковая, чтобы крышки были на одном уровне. Ну вот у нас, конечно, в идеале у нас одинаковые бутылки. Сейчас они будут падать. Лучше, конечно, наверное, Давай переставить на земле. их на пол. Да. Да. Вот. Так, Нам нужно хорошо. 9 бутылок 2-литровых или полуторалитровых больше. Опять же, вы можете оставить воду в них, можно не оставлять. Потому что, в принципе... Давай, дышу. Вот, пожалуйста. Вот. Ну, по размерам, мне кажется, такой очень хороший пуф получится. Да, конечно. Вот нормально уже... Прям боюсь в прямом эфире произнести какое-нибудь хорошо. неприличное Скотч слово. берем? Да, нужен скотч. Все-таки, если брать полные бутылки, то, соответственно, он будет тяжелее. Он тяжелее будет, он будет для других целей уже. Вы будете для сохранения воды. Не секрет же, что бывает... Упс, у меня бумажка упала.
Не секрет же, что бывает отключение воды. Не у всех водопровод бывает. Но таким образом можно запастись водой просто и все. Хорошо. А если же будет пустая, то он будет очень легок. Да, он легкий будет. Ребенок может его Самое поднять. главное, сколько килограмм может выдержать До вот 120. такая... До 120 Да. килограмм. Проверено? Да, мы проверяли. Ну, вот именно двухлитровые, потому что садился человек очень тучный, и они выдержали. Но единственный минус. По-хорошему, я бы, конечно, рекомендовала 90, потому что, знаете что, он становится немножко такой неустойчивый. Вот так сидячий он будет сидеть, если он выдержит. А если он 90 начнет... положим. Так, ну что, мы выставляем вот такой Да. как бы Теперь вот квадрат, так да? делаем, да? Квадрат. Выставляем квадрат и просто объединяем этим Скотчем. Скотчем, да. Надо, чтобы кто-то помог, конечно. Вот скотч. Так, ну давай. Я буду держать, а ты будешь... У нас скотч Главное, чтобы это все было очень, очень плотно, да? прервался. Очень плотно. Да, друг к другу. да, совершенно верно. Они должны быть плотны друг к другу. Они должны создавать форму за счет своей вертикали. То есть они друг к другу прилегают и создают жесткость. А что? Ой, мы не можем справиться Давай. с тобой со скотчем, ты не поверишь. Нет, он Давай. рвется, он, видимо, мягкий. Так, ну что, поехали. Вот опять, видишь? Ну Это так. что-то такой скотч нам попался. Рано похвалили, рано скотч похвалили. Так, ну что? Сейчас, надеюсь, не будет. Мы не будем. Так, все, потихонечку, да. Держим. Нам надо, чтобы они не падали, объединить их в какой-то момент. Вот, всё. И вот так вот быстро. Так, теперь нужно их прямо стягивать. Напоминаю, дорогие друзья, что в принципе то же самое можно проделать и с пустыми бутылками. Да, То есть не обязательно они должны быть полными. Но чем больше скотча, тем лучше, да? ну там скотча нужно прилично. То есть мы по всей длине его. Хорошо. О! Так, Даша. Да. Еще нужно, подожди. Они не должны влетать. Потуже только. Да. Так, потуже. И надо перевернуть. Вот почему надо потуже. Так. Вот, собственно, наш кусик, вот он. А, его нужно будет переворачивать Да, еще? да. А, ну логично, да. Ножки внизу. И вот поэтому надо очень... Даша, мне нужна помощь. Давай. Так, держи. Нам нужно зацикливать вверх. Да. Давай. Держи. Казалось бы, ничего Ну, сложного. да, но одному человеку все-таки мы вдвоем же хорошо работаем. Даша. Конечно. Вообще. Вот. Так, вот. Да, и все-таки, когда они наполнены, это немножечко все... Тяжеловато немножко, но Да. можно. То есть, если бы мы это делали... На пустые было бы легче. Да. Всё. Так, и вот эту бутылку фиксируем. Вот так, поскольку она тяжелая, мы ее зафиксируем. Все, среднюю бутылочку нужно будет сделать вот так. Да. Ну, Всё понятно. опять же говорю, когда они не полные, проблем с этим нет. Ну, то есть, процесс понятен. Можно даже, наверное, использовать и пищевую пленку, да? Так тоже? Да, совершенно Хорошо, верно. Она такая липкая и очень много сразу, помогает сразу же большую площадь занять. Ага. Держи. Все. О. Так, Все теперь отлично. майка служит тоже объединяющим моментом. Ну, майка или футболка. Что это, Маша? Это- А, все. Вот мы натягиваем. Это чехол. Это чехол, совершенно верно. Так. Делаем вот так вот. Даже давай подушку. Подушку. Опа-на. Вот. Все. Так, ну, нужна проверка. Подожди, я сяду. Ой. Нет, давай. Нет, ну ты-то ладно, а я? 70 килограмм, 69 800. 48 500. Нормально.
Товарищи, все гениально просто. Пожалуйста, можно сделать несколько, да? Да, это вот такой, знаете, как вариант быстрого пуфика. Всегда же на какие-то вечеринки, на какие-то привозят бутылки, Да. или они остаются. Вот, допустим, очень часто огородники наполняют бутылки и складывают их внутри теплицы. Ну, знаешь, я продолжу сидеть на своем пуфике, Сиди. а у нас остается совсем немного времени до окончания эфира, поэтому давай Так, нам веревочка нужна. наши Веревочка. веревочки. Сейчас, подождите, мы у хозяйки дома попросим веревочку. А у нас Сек- есть вот веревочка, мы можем сделать же ее из цветных. Ну да, кстати говоря, мы же можем вырезать. Даша, Реально. в тебе проснулся дизайнер. Дизайнер. Так, это какие-то старые ненужные штаны. Мы сейчас из них сделаем веревочку. Дашуля. Цветную же, будет красиво. Цветную, да, это будет замечательно. Вот тоже сделаем. Это будет волшебно. А, мы же еще можем туда повесить такие кисточки потом тоже для красоты. Конечно. Между наших вот Причем этих эта колокольчиков. веревка будет даже более креативной. О, смотрите, как она. Ох, как она рвется. Какой волшебный звук. Кстати, это тоже психоразгрузка. Да? Порвать что-нибудь, выкинуть. А Вообще нам еще говорят, нужна избавляйтесь. зажигалка. Зажигалка еще нужна. Сейчас Мы нарежем же ленточку. обязательно огонь же должен у нас гореть. Да. Так, хорошо. Это уже можно переворачивать, Маша, или нет? Подожди секунду, давайте все-таки чуть-чуть подождем. Немножко. Так, сейчас, секунду, я порву еще одну веревочку, и мы будем переворачивать. Все, сейчас я шов и переворачиваешь. Хорошо. Переворачивай баночку. Баночку переворачиваем. Ну, со своим любимым цветом Так. тогда уж. Да. Это пока что сделать надо будет так. У меня нет. Опа. И Ну, немножко вот они еще сыроваты. Вот. Ну, Всё, погляньте так. туда, какая красота. Теперь нам нужно веревочкой. Сейчас мы веревочку сделаем. Угу, так. Ну, сейчас мы, к сожалению, мы не можем влезть туда. Сейчас я попытаюсь. Давайте-ка попытаюсь сделать. Потому что я тоже не хочу руки. Ну, в общем, тут понятно все. Нужно продеть сквозь Нет, мы этот сейчас сделаем не так. Мы сейчас фонарик. сделаем, обычную повязку вот такую. И вот так. Сочетание цветов красиво получилось. Так. И вот сюда уже можно будет Продеть. засветить. Да. Кстати Зажигаем говоря, свечку. Вот у нас же были маленькие такие баночки. Можно чередовать одну маленькую, Да, одну маленькую, большую. большую, то есть размер. Секунду. Я не могу видеть, ну сейчас нужно тоже. Так, Даша, зажигай свечку. Так, нужно делать максимально длинную, чтобы огонь туда не проник. Огонь горит. Вот такой вот у нас получился стильник. Давай ставим туда. Вот, пожалуйста. Подожди, так давай. Опа. Так, нам бы какое-нибудь темное время суток сюда. Да. Но жалко, вот сейчас светло и не видно. Ну, Ну вот, короче говоря, вот так у вас в темноте, конечно, это будет видно. Вот они висят такие вот маленькие. Это будет светиться. И достаточно нарядно. так, вот поглядите. Посмотрите. То есть вот сквозь эти дырочки будет виден огонь. Да. Если мы повесим вот так вот вдоль, допустим, вот. Не будет тушиться, потому что защита от ветра. Да, да, да. И это, Не пожароопасно. да, действительно, потому что все защищено, весь воск будет там, огонек горит там. И вот такие веселые, красивые баночки, если развесить вот на нашей аллее здесь, а здесь прям очень много места, куда можно подвесить. Ну, между деревьями. Вот Да, на вечернее веревочку. время будет очень такая романтическая обстановка. Это будут либо звездочки, либо буквы, либо признание в любви. Там, я не знаю, ну на что может хватить фантазии влюбленного человека или просто трепетно относящегося к Да. близким. Ну и в это время можно продолжать сидеть на этом замечательном пуфе. Да. И пить,
чай с малиной. Присаживайся вот сюда, чай с малиной. Ну, конечно, ты на пуфике, что? а я на этом. Да, дорогие друзья, обратите внимание, напоминаем вам о том, что не нужно выбрасывать все вещи, которые захламляют вашу дачу. Попробуйте дать им вторую жизнь. Сегодня для изготовления вот таких ночных фонариков мы используем жестяные баночки, покрасили их и все очень просто привязали, положили свечку, и у нас получился вот такой своеобразный дачный декор. На даче все должно быть сделано своими руками. мне Да, кажется, да, совершенно верно, И оно в цене, вот такие вещи будут в цене. Далее мы сделали вот такой замечательный пуф. Не надо покупать стулья, не надо ходить в магазины. Вот аналог. Вот, пожалуйста, есть такой пуф. А если у нас рядом есть вот такой пуф, а ведь еще можно футболочку-то взять веселую, в горох. Да, и там еще водичка, можно пустые бутылки. Это, конечно, большая помощь нашей природе. Да, Потому кстати что говоря. это защита ее от мусора. Да, это экологически. Мы поддерживаем все-таки за переработку мы, да? Вот так вот, все очень просто и вот так. Ну, подушку тоже можно, Даша, сделать своими руками из рубашки, из футболки той же. Маш, мне кажется, только ты можешь все это сделать своими руками. Не каждому дано это, потому что, видимо, талантливым человеком нужно родиться, мне кажется. Нет, я родилась талантливой. 4750. Все. Ну что, дорогие друзья, напоминаю вам о том, что если вы желаете стать участником нашей программы, хотите, возможно, показать свои лайфхаки, либо пригласить нас на свой дачный участок, пишите или звоните нам. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на своих экранах. А также сообщаем вам о том, что мы продолжаем наш конкурс на самую лучшую баньку. Маш, Помню. слышала? Да, помню. Да, Шикарно. если вы считаете, что ваша банька уникальна или у вас есть какая-то фишка в ней, пожалуйста, напишите нам, мы приедем, снимем сюжет, и вы станете автоматически участником конкурса. Итоги конкурса будут объявлены этой осенью. Суперприз очень хороший. Поэтому следите за нашими новостями, мы есть во всех соцсетях. Ну и вот творите, созидайте, да, Маш, как обычно, мы всегда говорим. Да, да, всегда нужно прилагать усилия, какую-то фантазию к своим любимым местам, чтобы в них была ваша душа. Ну а мы сегодня с утра находимся вот в такой потрясающей березовой роще. Запах здесь, правда, классный. Да, здесь вот все. И видите, люди стараются, ухаживают, ценят и прям, знаешь, боготворят это место. И действительно, для многих дача становится не просто, да, местом отдыха, а становится вот таким местом, как Местом творчества. творчество. Да, здесь нужно восхищаться. Вот, обратите внимание, нас рядом с У нами нас сидит... третий клоун. Да, гномик. Вот такой сидит. Кстати говоря, я его практически создала. Да, ну что, вот, и напомнили обо всем, Маш. Ну, а в ближайшее время мы хотим поделиться с вами, анонсировать, потому что совсем скоро с Машей в прямом эфире мы будем делать что? Диван. Диван. Диван из чего? Из поддонов. Из поддонов. Мне кажется, такой лайфхак видели, наверное, многие из вас, но мало кто знает, как это делается. Во многих Как это может сделать женщина? Да, да. А мы это сделаем в течение прямого эфира. Следите за нашими новостями. Я думаю, через недельку таки мы все-таки отважимся на этот поступок и сделаем диван из Поддонов. поддонов. Вот так вот. У нас уже все почти готово. Ну а сегодня мы будем вечер встречать с фонариками. Ой, прилипла там что-то свеча. прилипло. Так, с фонариками на Ну, это наших свечка просто пуфиках. прицепилась, да. Вот так вот. Дорабатывайте, креативьте. В принципе, можно вместо такой тесьмы можно использовать какую-то проволоку, да, красивую. Проволоку, веревку. Ну, есть белевые веревки, в принципе, Да, не из напрягаться. Огонь Но, горит. опять же, я говорю, что если все идет из торсырья, вы экономите природные ресурсы. Вот и все. Это гораздо приятнее. А потом, это, понимаете, вы можете делать это вместе с детьми. Вы Да. можете это делать, я не знаю, устраивать такие вечеринки, пати, когда делают с гостями вместе такие вещи. Можно устроить Как воскресный конкурс. вечер на даче. Совершенно верно, да. То есть Пригласить что-то друзей вместе сделать. На лучший креативный фонарик. Конечно. А потом эти фонарики развесить и спеть песню. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну вот так вот. Вот на такой веселой ноте мы завершаем наш эфир. И еще раз напоминаем о том, что смотрите нас ежедневно на телеканале Якутия-24 НВК Саха в 10:30. Программа «Подворье» у нас путешествует по всей республике, да, мы где только не были, да, и совсем... кстати говоря, завтра, Маш, мы поедем тоже к одной мастерице, которая проживает в селе Хатасы, где мы будем заниматься
заниматься переделкой старых, совсем, знаешь, шкафов Советского Союза. Будем их перекрашивать, переделывать, что-то совершенно новое и такое хай-тековское. Это тоже, опять же, многие увозят эту мебель на дачу. Да, кстати говоря, ну это всегда. Это всегда зачастую. Но мало кто додумывается, и как ее можно переделать. Вот, а мы вам подскажем. Поэтому завтра в это же время на наших телеканалах НВК Саха и Якутия-24. На этом мы прощаемся с вами. Увидимся. До новых встреч. Пишите, звоните, и мы обязательно ответим на ваши вопросы, либо приедем к вам в гости. Bum bum